Вместо рук – ложки, головы, картофелины. Герои видят друг в друге только еду. С помощью этих символов авторы хотят передать весь ужас голода, бушевавшего в Поволжье и на Урале в начале 20-х годов прошлого столетия. Изучали много документальных материалов, чтобы изнутри знать проблему, всю боль этой трагедии и смогли передать зрителю. Спектакль «Люди» кукольного театра номинирован на государственную премию имени Тукая и «Золотую маску». В основе одноименная повесть Галимзяна Ибрагимова. Это история голода, когда человек перестает быть человеком, умирая духовно. Эта тема на подмостках российских театров еще не поднималась. Простой зритель с улицы на этот спектакль не придет. Но я хочу сказать, что мы его играем в месяц по 2 раза. Каждый месяц, и у нас залы полные. До премии «Вдвое Тукая» мы были номинированы еще на «Золотую маску», и уже тогда руки тряслись, потому что, ты понимаешь, это какая ответственность. Второй кандидат – спектакль «Папоротника. Горькие плоды». Уже 13 лет не сходит со сцены Набережно-Челнинского драмтеатра. В основе драмы – жизнь 86-летнего Насыбуллы Бабая. Несправедливо осудив, его сослали в Сибирь. Потом война, плен, концлагерь, ГУЛАГ, а после страх. Просматривая этот спектакль, видя образ Насыбуллы на сцене, у него в сердце оживает собственный дедушка-прадедушка. Вот этим спектаклем, мне кажется, дорог и ценен зрителю. Они сопереживают Насыбулле, думая о своем дедушке-прадедушке. Поэтому получается такой катарсис своего рода, да, сопереживание. Оба спектакля уже по достоинству оценили зрители. А сейчас мнение за экспертами. Лауреатов объявят 26 апреля, в день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Сирина Сахапова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.